Добраахвотнае страхаванне дадатковай накапляльнай пенсіі. Як будзе працаваць новая пенсійная праграма? Хто зможа ў ёй удзельнічаць і якія бонусы гэта дае? Сёння ў нашай студыі намеснік кіраўніка фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Кацярына Ліхачова і намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта» Алена Тулейка. Тема вельмі актуальная, у некім разе даже новая, таму запрашаем слухачоў далучацца. Калі ласка, можаце тэлефанаваць па прамым нумары ў студыю 317 97 21, код Мінска, нагадаю, 017 317 97 21. Таксама не забывайце, можна выкарыстоўваць наш смс-сервіс нумар 1062 і зазірніце ў наш YouTube-канал, там ідзе стрым нашай праграмы, можна пакінуць каментарый, задаць сваё пытанне, далучайцеся. Чакаем. Итак, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Согласно в соответствии с указом президента, в нашей стране с 1 октября вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Расскажите, как будет работать новая пенсионная программа? Еще раз добрый день. Да, начиная с 1 октября текущего года у нас в Республике Беларусь появляется, можно сказать, новый продукт для нашей республики, когда добровольное накопительное пенсионное страхование наших граждан будет формироваться с участием государства. На сегодняшний день у нас есть государственное пенсионное обеспечение, когда мы обеспечиваем каждого гражданина пенсией, и параллельно можно формировать самостоятельно дополнительную свою пенсию. В принципе, это можно делать и в текущем периоде, но новация в том, что на сегодняшний день государство совместно с нашими гражданами, с работающими гражданами будет формировать данную пенсию. Основные моменты накопления будут заключаться в том, что работающий гражданин заключает договор добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии в республиканском унитарно-страховой компании «Стравита». С этого периода он начинает свое участие, относит договор работодателю, пишет заявление о желании участвовать, и с этого момента до наступления общеустановленного пенсионного возраста участвует в системе накопления пенсии. Давайте уточним. Чем раньше человек примет решение участвовать в такой пенсионной программе, тем больше он сможет накопить, правильно? Да, конечно. Это зависит от периода, да, от размера взносов, но какой минимальный период участия и, может быть, максимальный? Когда стоит начинать? Минимальный период участия – это 3 года до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Эта норма закреплена указом президента. А максимальный период участия – это уже выбор нашего любого гражданина. Он начинается с момента, когда он становится работающим гражданином. Давайте мы поясним. У нас в студии представитель государственного предприятия «Стравита», это страховая компания наша ведущая, Елена Тулейка, заместитель генерального директора. Какую роль «Стравита» играет в реализации указа? «Стравита» по данному указу будет выступать оператором, то есть страховщиком. Мы будем осуществлять страхование дополнительной накопительной пенсии. То есть все отношения фактически будут через вас, да? По страхованию, да, конечно. Взаимоотношения и с работниками, гражданами, которые захотят заключить договор страхования, и с их работодателями, юридическими лицами, и впоследствии взаимоотношения в том числе и с Фондом социальной защиты населения, который будет предоставлять льготу работодателю на уплату страховых взносов в бюджет фонда. А выплачивать саму пенсию откуда? Выплачивать страховую дополнительную накопительную пенсию будет также страховое предприятие «Стравита». Ну и, соответственно, решать какие-то вопросы, которые могут возникать в дальнейшем. Ну, например, уже сейчас многие люди интересуются, а что будет с накопленными деньгами, если с человеком что-то случится? Если с гражданином, например, произойдет неприятное событие, такое как смерть, не дай бог, либо на периоде накопления, то есть когда еще идет уплата страховых взносов, либо в том периоде, когда уже идет выплата страхового обеспечения, когда гражданин достиг пенсионного возраста, идет выплата страхового обеспечения, и наступает смерть, то наследники данного гражданина по закону получат те денежные средства, которые имеются на момент его смерти на его именном лицевом счете.
все-таки хотелось бы понять и услышать ваш комментарий. Новая программа пенсионного страхования, чем она отличается от других добровольных накопительных систем? Основное отличие это то, что в накопление пенсии подключается государство, как я уже отметила. Система работает таким образом. Как я начала говорить о том, что гражданин приносит заявление своему работодателю и с этого месяца начинает свое участие в накоплении пенсии. Работодатель, получив заявление от гражданина, в котором указан процент его участия, процент может быть для работника от 1 до 10% от заработной платы и для работодателя параллельно от 1 до 3. При этом, если человек, работающий гражданин, выбирает процент 2, 4, 6, то равными долями за него платит работодатель. То есть выбирая 2%, 1% удерживается с работника и 1% уплачивается самим работодателем. Выбирая 4%, соответственно, 2 с работника, 2 с работодателя. Но переступая 6% барьер, всегда работодатель выплачивает 3% заработной платы, а работник уже, соответственно, если это 7, 4, 8, 5 и так далее, и так далее. Максимальный процент для работника и работодателя это 13, для работника непосредственно это 10. То есть всегда 3 это работодатель и 10 это работник. Значит, происходит таким образом страхование. Работодатель удерживает с зарплаты, допустим, 3%, как сейчас у нас мы все слышали о нашем добровольном накопительном пенсионном страховании, 3 плюс 3. Поэтому давайте будем рассматривать ситуацию на этих процентах. 3% удерживается с работника, и непосредственно 3% работодатель за счет своих средств перечисляет в страховую компанию Стравита. Давайте объясним все-таки, какой... Роль государства. Нет. Все-таки для работодателя это определенная нагрузка. Откуда он берет эти деньги? Почему ему выгодно держать такого специалиста, такого работника, который заключил договор пенсионного страхования? Может быть, он предпочел бы взять к себе штат другого человека, за которого не нужно платить эти 3%. Значит, давайте я продолжу тогда. Уплачивая вот эти вот 3% работодателя, когда он после уплаты страхового тарифа уплачивает взносы в бюджет фонда, то непосредственно за этого работника он платит бюджет фонда в пониженном размере, равным той сумме, которую он перечислил в страховую компанию Стравита. То есть работодатель в этой ситуации не несет никакой дополнительной финансовой нагрузки, поэтому работник, который не участвует в страховании, либо работник, который участвует в страховании, для работодателя никак не отличается в части его бухгалтерского учета, либо каких других взаимодействий. Вы могли бы привести какие-то примеры расчетов, сколько человек может получить дополнительной пенсии, чтобы, это была и существенная сумма, да, и в то же время уплата взносов не была слишком чувствительной? Да, конечно, сейчас переведем. Надо понимать, что по указу будет начисляться гарантированная доходность в размере ставки рефинансирования. И отчисление будет идти от фонда оплаты труда работников. То есть это те величины, которые меняются. Мы знаем, что и ставка рефинансирования в Республике Беларусь подвержена изменению, и заработная плата меняется. Например, в каком-то месяце премию больше выплатили, в каком-то меньше, какая-то надбавка, то есть тоже может быть подвижно. Свой расчет мы делали, исходя из того, что заработная плата 1500 белорусских рублей. То есть мы приняли все цифры за константу. Страховой тариф 3 плюс 3. 3% работодатель, 3% работник. Норма доходности в размере ставки рефинансирования. Сегодня текущая ставка рефинансирования 12%. Расходы на ведение дела страховщика в размере 7,5%. Расходы на ведение дела страховщика устанавливаются постановлением Совета министров. Совет министров государство определяет страховщику предельный размер расходов. Так вот, если мужчина 48 лет или женщина 43 лет, то есть до достижения пенсионного возраста, им еще 15 лет, заключат договор страхования дополнительной накопительной пенсии по указу 367 и будут уплачивать взнос в размере 6%, общий тариф по договору, взнос составит 90 рублей. Из них 45 рублей будет удерживаться из заработной платы работника, будет перечислять непосредственно сам работник из своего заработка. 45 рублей будет доплачивать работодатель за счет полученной льготы от Фонда социальной защиты населения.
Таким образом, за весь срок страхования, 15 лет, взнос, который будет уплачен в страховое предприятие «Астравита», составит 16 200 белорусских рублей. Сумма же накопленной дополнительной пенсии составит 39 621 белорусский рубль. При выплате в течение 5 лет ежемесячно дополнительная накопительная пенсия гражданина составит 660 рублей. При выплате в течение 10 лет дополнительная накопительная пенсия гражданина составит 330 рублей. Кроме того, государство предоставляет возможность гражданину, который уплачивает страховые взносы на накопительную пенсию, получить социальный налоговый вычет в размере того взноса, который удерживается непосредственно из заработной платы. Таким образом, гражданин, уплатив всего 8100 рублей из своей заработной платы, получит еще и социальный налоговый вычет. И социальным налоговым вычетом, ну, условно говоря, ему вернется 1053 рубля. То есть гражданин из своей заработной платы чистыми деньгами потратит 7047 рублей, а получит на выходе 39 621. Вот такая арифметика. Но это при условии, я повторю, что заработная плата 1500, тариф 3+3, ставка рефинансирования 12, и все эти цифры на протяжении 15 лет не меняются, но не будут меняться. Гражданин может где-то приостановить уплату взносов, потом возобновить, возможно, изменить свой страховой тариф, ему позволительно такое сделать раз в год. Ну вот при неизменных цифрах выход такой. Ну вот давайте еще раз. Если человек выбрал такой размер взносов 3%, да, за него еще 3% наниматель, то он за 15 лет при условии, если 10 лет, да, он будет получать ту дополнительную пенсию, будет получать в месяц фактически какую прибавку еще раз? 330 рублей. 330 То рублей. есть если от заработной платы 1500, 15 лет накопления, тариф 3+3. Если он скажет, решит не 3%, а 4, 5, 6, Ну, это значит, сильно цифра будет повлияет другая. на размер. Ну, я думаю, что не... Да, давайте уже не будем усложнять, потому что... Ну, знаете, этот пример, который вы привели, он действительно показательный. То есть это там не 50 рублей прибавка, да? Нет. Это для кого-то, наверное, будет половина пенсии. Ну да. Ну, на текущую дату, да. Итак, мы сказали, что часть обязательств берет на себя наниматель, часть сам работник. А еще раз тогда давайте сформулируем, какую же финансовую поддержку оказывает государство. Государство возмещает нанимателю затраченные им средства на добровольное страхование накопительной пенсии своих работников. То есть все средства, которые перечислены нанимателем за своих работников, в полном объеме компенсируются Фондом социальной защиты населения. Сложно сейчас предполагать, какой интерес вызовет новая возможность заработать дополнительную пенсию. Выгоды мы уже рассказали, какие они могут быть, потому что фактически человек только часть этой пенсии зарабатывает самостоятельно, но будет ли желание у людей все равно что-то откладывать на пенсию? Ведь есть и другие возможности сбережений. Можно купить валюту, можно деньги положить на счет в банк, и таким образом еще будут начисляться проценты. Каждый рассчитывает свои силы, возможности и что это ему принесет. Ну, если мы будем говорить о покупке валюты и так далее, то нужно обратить внимание на то, что принося, как вот моя коллега представила пример, вкладывая 45 рублей, мы получаем 90 рублей. И плюс эти 90 рублей уже с учетом этих 45 капитализируются. И поэтому если сделать расчеты, то, в принципе, эта система гораздо выгоднее, чем как у нас принято покупать валюту и складывать ее не в банке, а просто в банку. Поэтому надо учитывать тот факт, что 50, ну вот если выбираем систему 3+3, то 50 плюс еще 50% от того, что принесет эта доля государства. Поэтому это, в принципе, очень интересная и выгодная система накопления.
И второй момент, конечно, он тоже немаловажный, то, что эта пенсия наследуется, и наследуется в полном объеме. Мы, я думаю, об этом еще обязательно Да. поговорим. Небольшой перерыв сделаем. Напомним наши телефоны, как позвонить в студию, либо написать вопрос. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору, задавайте свои вопросы или оставляйте комментарии. 317-97-21, прямой телефон студии, напомню, код Минска 017, 1062 – это наш СМС-сервис. И, пожалуйста, загляните в YouTube-канал, там также можно задать вопрос и оставить свой комментарий. Телефон нашай студыі 317 97 21, гэта мінскі нумар. Для званкоў з іншых гарадоў набярыце код 8017. Таксама 1062 кароткі нумар для смс-пытанняў, і можна пакінуць каментарый на нашым канале ў YouTube. У студыі актуальнага мікрафона намеснік кіраўніка фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Кацярына Ліхачова і намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта» Алена Тулейка. Мы абмяркоўваем тэму добраахвотнае страхаванне дадатковай накапляльнай пенсии. С 1 октября, мы напомним еще раз, вступает указ президента. Это значит, что договоры по дополнительному страхованию пенсии можно уже заключать с 1 октября? Да, безусловно. С 1 октября можно будет заключить договор страхования дополнительной накопительной пенсии. Вот мы говорили о том, что для человека это выгодно. Мы даже просчитали, сколько дополнительно можно получить каждый месяц. А чем это выгодно государству? Почему оно предлагает такую программу? Ну, во-первых, для государства выгодна социальная обеспеченность наших граждан, чтобы она была более высокого уровня. Министерство труда и социальной защиты все время работает над этим, потому что это основной государственный орган, который аккумулирует в себя все эти задачи, когда мы говорим о пенсионерах, об инвалидах, о людях в период временной нетрудоспособности, о наших семьях, которые воспитывают детей. Поэтому это новая веточка государственного социального обеспечения наших граждан. Здесь нельзя говорить о выгоде государства, здесь можно говорить о выгоде наших граждан, которых мы пытаемся дополнительно как-то обеспечить, заинтересовать и повысить их уровень, финансовый уровень жизни во время пенсионного возраста. Скажите, кто не сможет участвовать в данной пенсионной программе? Какие категории работников? В данной пенсионной программе не смогут участвовать, работники, которым до общеустановленного пенсионного возраста осталось 3 года и менее. Не смогут участвовать инвалиды 1 и 2 группы. И не смогут, если мы не будем называть их работников, не участвуют индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и физические лица, которые самостоятельно уплачивают взносы. Все остальные работающие граждане, работающие, отмечу, по трудовым договорам, либо гражданско-правовым договорам, участвуют в системе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Ну, фактически все равно это обширная категория. Если и адвокатов, и нотариусов, и индивидуальных предпринимателей еще каким-то образом, да, включить, и там военных, например. Военные, если мы говорим о военных, то если военный, который уже является получателем пенсии и работает как штатный работник, то он вправе участвовать в данной системе. То есть участвуют все те, за которых работодатели уплачивают взносы на пенсионное страхование. Вопрос от наших слушателей. А негосударственные предприятия могут участвовать в этом? Или только государственное предприятие? Нет, конечно, это распространяется на все организации Республики Беларусь. У нас их порядка 257 тысяч. У нас очень много вопросов задают наши слушатели. И еще хотят, как говорится, что констатацию. Когда можно будет получить по выходе на пенсию вот эту накопительную? Общеустановленного пенсионного возраста. И по состоянию на текущую дату это мужчина возраст 63 года, женщина возраст 58 лет. И слушатели интересуются еще раз, это одномоментно можно получить всю сумму, или она будет выплачиваться ежемесячно или какими-то другими долями? Выплата дополнительной накопительной пенсии будет происходить в течение 5 либо 10 лет ежемесячно. Срок в течение 5 или 10 лет получать пенсию выбирает гражданин при заключении договора страхования. И в такой вопрос, с какого времени можно подключиться, так сказать, к этой накопительной пенсии, с какого возраста? И вопрос еще такой, а уже работающие теперешние пенсионеры, так сказать, они работают сейчас, могут ли они тоже подключиться к накопительной пенсии или нет?
Возраст, с которого гражданин может заключить договор страхования дополнительной накопительной пенсии, не ограничен. То есть если ты работаешь, получаешь доход, из-за тебя производится уплата взносов в Фонд социальной защиты населения, ты можешь заключать договор и страховаться. Работающие пенсионеры, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, заключить договор страхования по указу 367 не могут, но если есть такое желание, они могут прийти и заключить договор страхования дополнительной пенсии в компании у нас. И вопрос такой очень волнующий для наших слушателей, я думаю, для нашего общества тоже. Наши слушатели вспомнили ситуацию 80-х годов, когда тоже были страховые, там на детей заключали страховку и так далее и тому подобное. Они говорят, сейчас это куда-то улетучилось. Не может ли быть такое вот с этими пенсиями, которые вот потом накопят люди к своей, так сказать, выходу на пенсию, дополнительные страховые? Можно ли какие-то гарантии, дает ли гарантия и государство, и, допустим, ваше страховое агентство? В данном случае гарантии самые высокие, потому что выплаты по договорам страхования, заключенным с государственной страховой организацией, в частности, страховым предприятием «Стравита», гарантированы государством. Эта норма закреплена в указе президента Республики Беларусь номер 530, который утвердило положение о страховой деятельности, один из основных документов для работы страховщиков. Кроме того, в государстве создан гарантийный фонд, куда все страховщики, абсолютно все страховые организации перечисляют денежные средства. Средства этого фонда могут быть использованы по решению президента Республики Беларусь и только на произведение выплат страхового обеспечения. Но это уже самая крайняя ситуация, если вот уже совсем все будет нехорошо. Но наша более 20-летняя история показывает, что все свои обязательства мы выполняли всегда в полном объеме, в установленный срок, задержек и каких-то неприятных ситуаций, казусов не было. Но опять-таки гарантии самые высокие. Государство гарантирует выплаты. Наши слушатели, в общем-то, впечатлились вашим примером, значит, взяли, как говорится, базовую 1500. А что вот посоветую людям, которые немножко меньше зарплату, ну, всякое бывает, вот они говорят, до 1000 и даже 600-700 рублей. Стоит ли, как говорится, вот, как сказал наш слушатель, ввязываться в это дело? Ну, скажем так, словами слушателя, ввязываться в это дело, безусловно, стоит, потому что всем нам хочется при достижении общеустановленного пенсионного возраста по выходу на пенсию получать все-таки достойный доход. И не секрет, что когда мы выходим на пенсию, наш доход по сравнению с заработной платой немножко все-таки падает, а хочется, чтобы он был сопоставим и обеспечивал все наши привычные требования, и чтобы мы были активными, молодыми. Поэтому я считаю, безусловно, и можно стоит. сказать, что сегодня такая зарплата, вполне возможно, что другое место работы или более высокая квалификация, зарплата вырастет. Ну, безусловно, конечно, все же подвижно. Все равно приходят нам вопросы по индивидуальным предпринимателям, поэтому давайте объясним, в каких пенсионных программах они могут участвовать, какие здесь проблемы, связанные со страхованием дополнительной накопительной пенсии для индивидуальных предпринимателей существует. Давайте я начну немножко расскажу, как вообще, первых, выплачивают взносы индивидуальные предприниматели, потому что у них немножко другой подход в участие в системе государственного социального страхования, и, в общем-то, от этого идет развитие вот этого указа, их исключение из этих норм. У нас работодатель ежемесячно уплачивает взносы за своих работающих граждан из его дохода, из дохода этого гражданина, из его заработной платы. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, иные физические лица, они уплачивают взносы из установленного ими дохода, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы. То есть у них нет уплаты взносов из дохода, и поэтому, первое, мы не можем определить их доход, поэтому это всегда, как правило, 99% это минимальная заработная плата. Это первая ситуация. Вторая, индивидуальные предприниматели, иные физические лица, уплачивают взносы в бюджет фонда один раз в год. То есть они целый год осуществляют свою деятельность, и потом в следующем году за истекший год, не позднее
1 марта должны уплатить нам взносы. Следовательно, если мы их будем приравнивать к нашему указу 367, то, во-первых, у нас нет дохода, и уже есть своего рода преференция в части уплаты взносов, потому что мы берем с них минимум, а не то, что они должны отражать, как любые работающие граждане. И второй момент – это то, что накапливать средства мы сможем только раз в год после уплаты взносов. То есть он заплатил взносы раз в год, и вот эту сумму, ну, если бы мы их наложили на наш указ, отправили в Стравит, и, следовательно, целый год индивидуальный предприниматель терял бы право накапливать свои сбережения. Поэтому, учитывая тот факт, что доход, как правило, выше, чем минимальный размер заработной платы, то индивидуальные предприниматели вправе участвовать в других системах добровольного страхования дополнительных пенсий без участия государства. Еще вопрос нам пришел на YouTube-канале. Если человек работает за рубежом, может он участвовать в такой программе? Нет, если он работает за рубежом, то... Ну, понимаете, можно заключить договор, да, а потом сменился работодатель. И он может быть и зарубежным, например, да, в какой-то период. Потом человек перешел на другую работу. А у него прерывается уплата взносов на этот момент? Да, таких несколько вопросов есть. Основное наше условие – это наличие работодателя. Работодатель, согласно нашему законодательству о государственном социальном страховании, это субъект хозяйствования Республики Беларусь. То есть субъекты хозяйствования Республики Беларусь уплачивают взносы в бюджет фонда за своих работников. Организации, находящиеся за территорией Республики Беларусь, не являющиеся резидентами Республики Беларусь, взносы в бюджет фонда не уплачивают. Следовательно, участие не предусматривается, потому что не будет взноса работодателя. Поэтому для таких граждан, естественно, мы тоже предлагаем при желании участвовать в иных программах добровольного страхования дополнительной пенсии. Но хочу обратить ваше внимание, если он до момента, как вот вы привели в примере, сменил работодателя, и до этого его работодатель был резидент Республики Беларусь, и он уплачивал за него взносы, то эти взносы не пропадают, они продолжают накапливаться и капитализироваться до достижения общеустановленного пенсионного возраста и будут выплачены данному гражданину. Да, безусловно. Его страховая сумма пересчитывается из факта внесенных взносов на тот момент, когда прекратили уплату взносов, и выплату получат по достижению общеустановленного пенсионного возраста. Хочу добавить, что если граждане, возможно, имеют в виду в том числе ту ситуацию, когда жители Республики Беларусь уезжают и работают где-то за пределами Республики Беларусь, но работодатель резидент Республики Беларусь, ну, то в данном случае возможность, безусловно, есть, потому что взносы все будут перечисляться в безналичном порядке, это будет делать работодатель. Удерживает, перечисляет, ну и свой взнос в том числе. А если на каком-то этапе человек, допустим, потерял работу, либо у него уменьшилась зарплата, и ему сложно выплачивать даже вот минимально 3%, что делать? Гражданин, во-первых, раз в год страхования может изменить свой тариф. Как увеличить, так и уменьшить. То есть выбрал 3%, посчитал, что много, значит, может уменьшить. Либо посчитал, что мало, может увеличить. Кроме того, гражданин может в любом месяце, в любой момент приостановить уплату страховых взносов и возобновить. Решил, что считает нужным приостановить, приостановил на несколько месяцев, потом возобновил. Это желание гражданина. И как раз по ходу такой вопрос. Вот что делать, когда вот молодые мамы уходят в отпуск по уходу за ребенком на 3 года? У них там минимальный совершенно там, значит, доход получается по уходу за ребенком, который платит государство. Вот как в этой ситуации? Такой вопрос от многодетной мамы. Она сказала, я работаю, говорит, превентивно 1 раз, 2 раза, говорит, тем не менее, хотела бы тоже, говорит, ну, а вдруг, говорит, мне придется еще раз выйти в декретный отпуск. Как тут быть? Ну, во время отпуска по уходу за ребенком, как правило, заработная плата не начисляется Конечно, и не да. выплачивается. А еще раз повторюсь, что и основное условие указа – это участие государства. Государство участвует чем? Тем, что она отдает часть взносов в бюджет фонда, который работодатель должен заплатить из заработной платы, в страхование. Поэтому, если заработной платы нету, то, естественно, человек автоматически участвовать не может. Но Поэтому он может по заявлению, так сказать, прервать свой договор.
Он не прерывается. Договор заключается единожды, он заключается до момента наступления общеустановленного пенсионного возраста, он просто приостанавливает свое действие. Может в любой момент приостановить, то есть перестать уплачивать взносы, в любой момент возобновить уплату взносов. Но, повторюсь, взносы, которые были собраны ранее, они работают на протяжении всей трудовой деятельности этого гражданина, они капитализируются и к наступлению общеустановленного пенсионного возраста будут выплачиваться. Поэтому наши мамы в декретном, у них приостанавливается уплата взносов в бюджет фонда, потому что пособия, которые они получают, это выплаты из средств бюджета фонда, то есть из них взносы не уплачиваются, поэтому, естественно, пока в период декретного отпуска они не участвуют. Можно ли досрочно забрать пенсионное накопление, не дожидаясь пенсионного возраста? Досрочно прекратить договор страхования дополнительной накопительной пенсии можно по двум основаниям. Это такие не очень хорошие, к сожалению, основания. Смерть гражданина, который заключил договор, мы об этом говорили ранее. В данном случае все накопленные денежные средства получат наследники. И Они второе, получат и те бонусы, которые выплачивал за них Да, работодатель? да. Все, что будет накоплено на лицевом счете умершего гражданина, к сожалению, получат уже его наследники. И вторая ситуация, когда гражданин сможет досрочно прекратить договор страхования дополнительной накопительной пенсии, это наступление инвалидности первой или второй группы у гражданина. Тогда он тоже может по своему заявлению прекратить договор и получить выкупную сумму. Если пенсионный возраст уже наступил, и человек накопил определенную сумму, она есть на его счету, но раньше он решил разделить эту сумму и получать ее в течение 10 лет, а здесь ему понадобились срочно деньги. Может он ли их забрать? Срок выплаты получения дополнительной накопительной пенсии гражданин определяет при заключении договора страхования, и изменению на текущий момент он не подлежит. Сейчас много говорят об этой новой пенсионной программе, тем более, что приближается срок 1 октября. Наверное, она многих заинтересует, возможно, станет популярной, но в то же время у нас и реализовывались другие программы страхования накопительной пенсии, другие варианты, каким образом увеличить пенсию, заработать повышенную пенсию. Да? Почему, как бы вы могли оценить, удачные они были, неудачные, почему вот сейчас государство решило предложить еще один вариант? Ранее предлагаемые продукты страхования, это все, можно сказать, не коммерчески, но никак не относится к государственному социальному страхованию. А это, я повторюсь, и первый в Республике Беларусь такой продукт, когда государство участвует. То есть это первый раз, когда мы со стороны государства подключаемся в систему добровольного накопительного пенсионного страхования. Поэтому судить о том, были те продукты удачные и неудачные, сложно, потому что не было участия государства. А на сегодняшний день, с учетом того, что международного опыта, появилась вот такая программа, и я думаю, что она отличается, она отличается все-таки тем, что государство участвует и, выкладывая, можно сказать, деньги из своего кармана, еще столько же, как минимум, можно получить от государства. Это очень интересный продукт, и мы надеемся, что участие будет достаточно большого количества нашего работающего населения. И еще хотела добавить тот факт, и часто задают вопрос, когда мы уже объяснили, что уплата взносов идет в пониженном размере за того человека, который участвует, и задают нам вопросы. Вот есть два работника, один участвует, другой не участвует. Это как-то повлияет на будущую пенсию, обычную трудовую? Нет. Это никак не влияет. То есть если за меня, как за работника, я участвую в системе, уплачивают взносы 32%, а за моего коллегу, который не участвует в пенсионном страховании, платит 35%, при одинаковых условиях страхового стажа и заработной платы пенсия будет назначена, обычная трудовая наша пенсия будет назначена в одинаковом размере. Есть еще один вариант, он, кстати, еще работает, отложенный выход на пенсию, когда человек достиг пенсионного возраста, но не обращается за начислением пенсии, а продолжает работать. И в таком случае людям обещали, что вот когда они обратятся, там через, допустим, кто-то через год, кто-то, может быть, позже, то их пенсия будет, соответственно, намного больше.
Ну, это, наверное, не тема нашего сегодняшней беседы. Тут это могли бы больше откомментировать мои коллеги из Министерства труда и социальной защиты. Но я не вижу здесь как бы связи с добровольным страхованием дополнительной накопительной пенсии. Ну, потому что варианты разные есть, да? Для того, Естественно, чтобы всегда получать есть. больше, уже человек, который не сможет работать так, как когда-то, когда он в таком зрелом Ну, возрасте. сегодня гражданам государством предоставляется широкая возможность на самом деле выбора своего благосостояния в будущем. Ну и вот с 1 октября добавляется еще одна при поддержке государства. Как вы будете хранить деньги, вот эти взносы, которые собраны? Как будете ими управлять? Вот. Хранить их будете в белорусских рублях, либо в валюте. Вот. В какие проекты будете вкладывать для того, чтобы... И будет ли компания отчитываться перед людьми, которые заключили такие договора страхования, чтобы они могли убедиться, что Стравита действительно выполнит в дальнейшем свои обязательства? Страхование дополнительной накопительной пенсии будет осуществляться в белорусских рублях, то есть взносы мы будем получать в белорусских рублях и выплаты производить в белорусских рублях. Размещать свои денежные средства мы будем высоколиквидные доходные финансовые инструменты. На сегодняшний момент вся наша отчетность размещена на сайте нашего предприятия. Любой гражданин может зайти и посмотреть наши финансовые показатели. Кроме того, для каждого гражданина, заключившего договор страхования дополнительной накопительной пенсии, будет открыт именной лицевой счет. И, зайдя в свой личный кабинет пользователя посредством нашего интернет-сайта, он сможет увидеть движение практически в реальном времени своих денежных средств. Что за него поступило, какая доходность, что накопилось, что он сегодня имеет на лицевом счете. Когда начнется выплата, он также будет видеть реальную картинку. Государство определило, что страховое предприятие должно вкладывать денежные средства при соблюдении безусловным следующих условий: диверсификации, доходности, возвратности и прибыльности таких вложений. На сегодняшний момент все это исполняется должным образом. И расскажите, как это все технически будет происходить? Человек уже, скажем, заработал право получать эту дополнительную накопленную пенсию, а эта сумма будет зачисляться ему на счет вместе с той пенсией по возрасту, либо это будет какой-то отдельный платеж, либо нужно будет получать его где-то, может быть, в страховой компании. Гражданин, который заключил договор страхования дополнительной накопительной пенсии, достиг общеустановленного пенсионного возраста, должен будет обратиться в страховую компанию «Стравита» с заявлением, где опишет, что он желает получать свою дополнительную накопительную пенсию. Обратиться с заявлением он сможет как в офисе страхового предприятия, то есть офлайн, так и непосредственно через интернет-сайт дистанционно подать это заявление. Выплата денежных средств будет производиться через банк, в банковском учреждении, на карточку, как я полагаю, на картсчет, но это выбор гражданина. Либо это будет тот же картсчет, где он будет получать свою государственную пенсию, либо это будет другое, это уже выберет сам гражданин. Ну, еще такой момент. Почему многие такие продукты по страхованию пенсии не всегда пользовались популярностью? Человек не знает, сколько он проживет. Взносы нужно уплачивать, а в то же время сможет ли он воспользоваться этой накопленной пенсии. Здесь, может быть, у нас впервые даже такой продукт появляется, когда, во-первых, не только сам человек участвует в финансировании, да, но и работодатели государства. И с другой стороны, все эти деньги, они наследуются. И опять же, можно выбрать период, за которые эти выплаты будут совершаться уже из собранных денег. Так что есть достаточно много привлекательных моментов, которые, может быть, благодаря этому люди задумаются. Будет ли действительно, вот еще раз такой вопрос задам, эта программа популярной и насколько активно люди будут участвовать?
На сегодняшний день мы, начиная, все знают, что наш данный указ подписан 27 сентября 2021 года, и начиная с этого периода, по сегодняшний день мы активно работаем, мы разъясняем нормы этого указа, чтобы наш каждый работающий гражданин понимал, какие дополнительные бонусы, в том числе и от государства, он может получить в период нахождения на пенсии. Мы ходим в коллективы, мы посетили практически все организации с численностью выше 500 человек, то есть мы разъясняем, и когда мы выступаем перед залами, мы видим ответную реакцию, мы видим заинтересованность этих людей. К нам подходят после наших встреч, задают дополнительные вопросы, поэтому, в общем-то, мы надеемся на достаточно широкое участие нашего трудового населения в данной программе. Спасибо. У нашай студыі сёння былі намеснік кіраўніка фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Кацярына Ліхачова і намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта» Алена Тулейка. Актуальный микрофон. Слухаем свое. Летнім вечором дзяўчына мурагом ішла, падышла да ручаіны, кладкі не знайшла. Ручаёчак, ручаіна, травы пахнуць мёдам, перайшла бы брод дзяўчына, чаравічак шкода, перайшла бы брод дзяўчына, чаравічак шкода.